На холмах Гулрыбша раскинулся большой парк в 240 гектаров и объект, которому не меньше 100 лет. Четырехэтажное здание не имеет аналогов во всей Абхазии. Санаторий Смитского уникален в первую очередь своей архитектурой и площадью строения. Здесь 365 комнат, в которых когда-то проживали гости из ближнего и дальнего зарубежья. Начальник госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказывает, что Николаю Смитскому на постройку этого объекта понадобилось около 10 лет. А легенда о том, что строительство началось из-за болезни супруги, далека от действительности. Однако красивые легенды никто не отменял. Ими очаровываются туристы, которые преодолевают километры, чтобы окунуться в особую атмосферу и полюбоваться тем, что осталось от архитектурной жемчужины Абхазии. К большому сожалению, послевоенное время активно стали действовать разрушители разного уровня и так далее. Стали растаскивать. Тут и милиция, ответственные лица, но за всеми, всех вылавливать оказалось сложно. Моменты каких-то беспорядков в послевоенное время, так, к большому сожалению, случилось. Были разобраны, и черепица ушла, водосливы, водоотводы и другие элементы, вплоть до перевода. Вырезки вы можете увидеть тут. За всеми охотиться невозможно стало. Выходит, что объект, уцелевший во время Отечественной войны народа Абхазии, стал жертвой бесконтрольного варварства со стороны граждан, ищущих наживы. За эти 30 лет здание изрядно потрепало. Аккуратно вырезали все медные провода, срезали балки из ценных древесных пород, сняли алюминиевые водосточные трубы. А с приходом моды на красный кирпич желающих получить даром ценный стройматериал оказалось немало. Как только информация поступила, мы тут же появились, мы сообщили, естественно, прорыли ров, чтобы машина сюда не подходила, сделали шлагбаум. Но все бы ничего. Черепица, некогда привезенная из Италии, была безжалостно демонтирована и украдена. Так объект остался без самого главного – без кровли. Были попытки, восстановительных работ, были обмерные работы, покрыть ее кровлей. Александр Золотицкий дал поручение тогда. Были промеры, техническое состояние обследованы. И в первую очередь в целях охраны спасательных работ первейших было решено накрыть ее крышей любыми путями. Некоторое время так это помогло бы. Но оно, к большому сожалению, из-за каких-то ситуаций в республике сделано не было, не получилось. Санаторий Смитского внесен в список историко-культурного наследия. И с недавних пор следить за этим объектом поручено администрации Гулрыбшского района. Смотрят Госуправление историко-культурного наследия, районная администрация по подчинению одинаково. После известных каких-то изменений в области охраны историко-культурного наследия, большая функция была возложена на районную администрацию. Раньше тоже так же было. Мы знаем, что глава Гулрыбской администрации непосредственно следили. И охрана памятников, естественно, в плане культурно-просветительском, организационном, договорных отношениях, законности и других правовых отношений. Видно невооруженным взглядом. Объект разрушается. После каждой зимы его состояние ухудшается в разы. Между тем в обществе активировались разговоры о потенциальном инвесторе, готовом вложиться в восстановление здания. В социальных сетях звучат мнения за и против. Однако, насколько оправданы эти слухи? Мы слышим какие-то разговоры, что появились какие-то заинтересованные лица. Так или не так, это у нас есть законодательство, как и в России, и в других странах, и у нас тоже есть допускаемые, такие моменты, допускаемые мероприятия. Во всех отношениях, разработать, проект, как быть с ним. И я думаю, надо начать с изного, иначе долго оставлять этот объект невозможно. Мы можем сказать, что храмы несколько восстанавливаем. Моковский храм кровлю, Бедийский сейчас скоро как закончится, у нас проекты есть по этим, и будут делать. А на Копье восстанавливается, обратились за дворцом принца Альдербургского, мы туда ездили несколько раз, проектные работы будут проводиться. Таким же образом на очередь нужно ставить этот важный объект, да. И по такой же схеме во всех отношениях нужно разработать и начать. Нужно быть осторожным, но ничего не делать нельзя. Так нельзя. Так нельзя. Надо привлекать,
нужно быть посмелее, но смотреть на наши законы. Вместе с тем в Сухуми идут к финишу ремонтно-восстановительные работы виллы Алаизе. Своим возрастом она превосходит санаторий Смитского почти на 27 лет. Удивительная по своему архитектурному решению и смешанным стилям вилла 5 лет назад была в плачевном состоянии. Напоминанием об этом теперь служат фото. Благодаря инвестору объект получает вторую жизнь. Специалисты занимаются не просто стройкой, но и сложной реставрацией, воссоздавая утраченный облик объекта. Самое сложное всегда начинать. Начать, посмотреть, определиться. Потому что состояние было плачевное, полуразрушенное здание. Многие конструкции были деревянные. Поэтому пришлось принимать решение, как восстанавливать, каким материалом. Но желание было всегда сохранить первоначальный облик, вид этого здания. Лепнина произведена из такой же, как оригинал. Мы снимали слепки, старые элементы, которые оставались, что не хватало, долепляли, доделывали и делали форму. После этого мы вновь отливали и восстанавливали лепнину. Да. Что вам осталось делать? Осталось очень большой объем внутренних работ. Внешне все проясняется. Понятно, что сколько осталось чуть-чуть завершить. А внутренней работы еще много. Критическое состояние дома Алаизе, пришлось армировать с двух сторон. Очень много сил было потрачено. Тогда одни были против вовсе, чтобы никто ничего не трогал и так далее, но объект разрушался. Проект мы обсуждали, подписывал я проект. И на период все время я посещал, все проверяли, подсказывали. Сами не обращались к нам, так, не так. Я должен сказать, что благодаря этому сохранился. Примерно к концу следующего года вилла предстанет во всей своей красе. Под чутким контролем ответственных лиц инвестор свои обязательства выполняет и, очевидно, доведет до нужного результата. Каковы перспективы у санатория Смитского, пока сказать сложно. Как уточнил Гарик Сангулия, официальных разговоров об инвесторе пока не было. А для того, чтобы объект не разрушился, необходима кровля и постоянная охрана, считает историк. Понятно, что эти меры временные, призванные сохранить объект, подлежащим восстановлению. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.